Ребятки, всем привет! Не знаю, будет меня слышно или нет. На улице ураган просто. Вроде и солнышко светит, но ветер очень сильный. Че, какие дела, ребят? В данный момент нахожусь на озере. Приехал. Кое-как поставил жерлицы. Просто сносит труба. Тут на днях у нас, ребята, погода лютовала. В общем, крайний раз, когда я ночевал наверху по налиму, в этот день я уехал. В этот день вечером, ребята, ударила сильная оттепель. И мочканул прям дождь. Через 2 дня, ребята, то, что был снег на льду, примерно по сапог, его не стало. И я запланировал выходные выезд. Ко мне должны приехать гости, Дамир. Я должен с вещами подняться, а он приехать на машине в соседнюю деревню. Я его там должен захватить. И, короче, я должен его забрать. Ну, ребят, я не поднялся. Сейчас покажу немножко дороги, как я шел, как я плыл. В общем, это было что-то с чем-то. 20 километров, ребята, я пытался проплыть. По-другому никак не скажешь, потому что реально плыл. Вот этот грунтозацеп, ребята, 30-й, он здорово выручил. Просто была уже небольшая корка сверху, и вот этот лед ломала с водой. Короче, если не 30-й, ребят, я бы, наверное, не прополз вообще. Короче, немножко дороги, ребят, как я катался. Ну, в общем, ребят, ничего у меня не получилось. Я отменил поездку, вернулся к вечеру только домой. Все вещи были сырые, и уже к вечеру был морозик. -3, -4. Короче, все замерзло, труба, все сушил. Но это бог, это мелочи. И буквально на следующий день ударил мороз, ребята, -10. И вся вот эта вода сверху замерзла. Сейчас в данный момент река открытая, чистая, я имею в виду без снега. Монолит, гололед. Такие дела. Ну а сегодня, ребят, на озере приехал поздно.
Барахталось у меня 20 карася. Прокачусь, думаю, погодка сегодня классная. Попробую. Ну, кое-как, ребята, я выставился. Это еще вот эти жерлицы у Мишаньки, они еще, ребят, кое-как-никак стоят, потому что тяжелая площадка, фанерная. Вот. Какая-то шуга, то, что из лунки выбуриваешь, залепил. А вот эти пластмассовые, они вообще никак не стоят, они просто улетают. Так что заехал тут в палисадник. Столько дров тут оказывается, нифига себе. Сушина на сушине. Но я встал не близко к деревам, потому что смотрю, 3-4 дерева уже упало. Опасно в таких местах стоять. Особенно по весне, когда вот такие ветродуи. Ставить где-то лагерь аккуратно, ребятки. Много случаев было, что падало и на избу, и не только. Корневая система плохая. Тут болото, деревья сухие. Вот, и вот смотрю, одна упала. Хотел, конечно, порыбачить окуня, ребят, но не знаю, с таким ветром, я думаю, ничего не получится. Ну, попробую, как, по крайней мере, что-нибудь постоять. Хотя заезжал сюда, выезжали два мужика, видать, рано утром они поднялись. Но я не останавливался, я уже другой стороной шел, поздоровались, и как бы, ну, видать, что не клюет. Вот. Ну, говорю, карась барахтается в кане. Привез на озеро, пускай тут барахтается. А может, весенняя, дурная какая-нибудь шальная бахнет. Такие дела, ребятки. Так что погода внесла свои коррективы. Очень хотелось подвигаться именно по налиму. Ну, весь снег растаял, стояла большая вода. Сейчас она замерзла, и сильные ветра такие стоят, что, блин, ну не до рыбалки прям вообще. Сейчас вот эту шугу, которую я укрепил жерлицу, ну, солнцем разобьет ближе к обеду. Ну и жерлица, возможно, улетит. Так что как-то так, ребятки. Ну, в общем, такие страсти, мордасти. Так все шикарно. Настроение класс. Вторая декада уже марта, ребята. А никак не можем рыбалку найти. Местные тоже недовольные. Общаюсь с ребятами, кто куда, где двигался. Ну, все выезжали, кто там. И результат вообще, конечно, желает лучшего. Ладно, чё. Ваше здоровье, ребят. Постоим, не знаю, может ветерок утихнет, может к вечеру. Может попробуем порыбачить. А так не знаю. Такие дела. Кто-то бахнул. Может, ветер. От берега подальше. Холостая, походу. Холостая, холостая, холостая. Может и ветром, не знаю, ребят. Тут еще вроде карась у меня здоровый насажен. Не помню я.
Карась тут, конечно, кабан, блин. Да, видать, карась бил. Раз, два, три, четыре. Так, что ли, поставим? Ну, замерзло все уже. Минус 15 утром было. Сейчас градусов 5, наверное. Ветер и карась здоровый сбил. Капитальный лед, ребят, можно дрифтовать даже. Можно дрифтовать. Не знаю, ребят, что с таким ветром получится. Ветер просто сумасшедший. На мормышку точно на кивок. Без вариантов, мне кажется. Попробуем на блесенку. Жесть, конечно. Ужас, ветер. Я пятак разбурил, сейчас посмотрим. 2 декада марта. Должен окунь шевельнуться здесь уже, ребят. По идее. Ну, с таким ветром нафиг надо. Это как, ребята? Как может быть такое? Ё-моё. Я его сфоткаю. Вот это малек. Как он умудрился-то еще, ребят, хапнуть там, блин, а? Жесть, блин. У меня блесна такая же. Ой, блин. Кстати, частенько ловишь щуку здесь, и у него прям изо рта вот сыпется вот прям такой окунь. Прям горстями. Охренеть, блин. Ой-ой-ой-ой-ой.
страшнее другого. Главное, на блесну хватает. Блесна больше, чем они сами, блин. Макарек. Ребятки, ну его нафиг. Свалил я оттуда. Там просто шквал, блин. Я не знаю, сколько метров в секунду. С ящика встаешь, ящик сразу улетает. Ужас, блин. Даже поймал 5 штук. Вот такие, ребят. Ну, можно бурить так, по идее, искать-то что. Ну, не дает вообще. Леска вот так. Ходуном, блин. Леска ходуном, ребятки. Делать там нечего. И спрятаться негде, главное, блин. Вот как раз вот вдоль озера идет. Ни поворота, ничего нету, блин. Куда-то залезть. Время к обеду. Тут недалеко заброшенная деревня, ребята, есть. Хочу туда съездить. Так, буранка сейчас как асфальт. Ну и нас после этого дождя. Сейчас хоть куда иди. Милое дело заниматься какими-нибудь делами. Вот именно такими вот. На избу дров завозить там. Ну, к весне готовиться. Тяжелый груз, какие-нибудь доски привезти. Ну, сейчас просто вот самое то заниматься такими делами. Что захотелось ездить, посмотреть, ну и вам показать. Это вы куда-то падать начинаете. Да, жесть. Вот это ветру дует, блин. Уже какой день? Такой сильный ветер шквалистый. Вообще. Я попытался заправиться. Начиная из строя, просто бензина улетает. Это вообще кошмар. Ну тут хоть поспокойней. Ну а там труба. Ладно, что, прокатимся, может пообедаем где-нибудь, не знаю, ребят. Где-нибудь забазируемся. Посмотрим, в общем. Ну, как-то так.
Вот она, ребятки. Стоит заброшенная, заброшенная. Но здесь еще есть жилые дома. Ребята используют как охотничьи домики. Фига себе. Что там такое? Вот даже часовня есть. Еще крест даже, ребят, смотрите. Живой. Старый. Офигеть. А прокатимся. Вот такая. Вот, ребята. Такие дома. Старые. Когда-то здесь была жизнь. Вот заходить я не буду, ребят. И к чему это? Скорее всего, баня. Видно, вон сами все рубили. Или летняя кухня. О, ну да. Летняя кухня. Нары. Печка когда-то была. Печки уже нету. Лазить не буду, ребят. Так чисто. Поднялся. Тут такой же ветер, короче. Тут деревня прямо наверху. Березу, смотрите, ребят, как гнет. Жесть вообще. Жестокая тема. Блин, сегодня ветер, конечно. Да, заросла уже. Ну, блин. Сколько таких деревень сейчас уже брошенных. Небольшая деревушка, но все же.
Ветер, ветер, ветерочек походу позбивал. Тишина, тишина. Прокатился, ребята, деревни. Сходил там, дорогу одну посмотрел. И ветер не успокаивается, не дает, зараза. Не получится сегодня здесь постоять. И 2 подъема. Видать, ветром сбило, что ли. Не знаю. Не прекращается ветрище, ребята. Такие дела. Ну да, что, даже вымотки нету. Прихватило. Прихватило, ребята. Ну, он что делает? Здесь атака была. Здесь была атака. Вроде живой. Маленький карасик. Ладно, пускай плавает. Ну да, она он даже немножко помотала. Раз, два, три, четыре. Оп. Даже немножко помотала. Не знаю, как ставить их, чтобы их сильно... Тут така была мелкая щука, походу. Друзья, всем доброе утро. Ну что, второй день. Вчера я уехал. Ну, ждал, короче. Так и ничего не произошло. Ветер только наваливал. Вернулся в деревню. А ночью, ребят, еще и снежком, короче, припорошило. Немножко, конечно, но дало. На льду сейчас вообще гололед, очень аккуратно. Прям малейший поворот, и тебя начинает крутить. Потому что лед, еще и снег, это совсем скользко. Один загар, ребята, у нас есть. Я вчера выставил в начале озера. Я здесь никогда не ставил, кстати, жерлицы. Я обычно там, в середине. А что-то решил здесь в начале поставить. Так, думаю, посмотрю. Вот. Вчера у нас 2, наверное, из-за ветра. Один, скорее всего, щука хватала. Ну, такое себе. Здесь полная вымотка. Ветер, ребят, не прекращается. С утра было более-менее спокойно, но вот смотрю, он начинает опять подниматься, и к 11 часам там опять сильный ветер. Не знаю, попробую порыбачить еще на удочку. А так, проверка. Может, щукарь есть.
Ну вот, ребят, как-то так раскидал. Ну, нифига интересного. Странно. Хотя здесь чурагайка должна здесь была. Здесь очень большой покров травы. Именно большой прям. Такое сужение травяное. Как бы, ну, здесь должна пастись мелкая щука. Но я так понимаю, что нет. Ладно, посмотрим, жерлицы примерзли, не примерзли. Ночью был мороз. Под утро. Какой-то циклон, ребята, ветреный прям стоит. Жестко. Что тут у нас? Примерзло, не примерзло? Ну, в принципе, здесь все хорошо, ребят. Здесь все хорошо. Так, есть, ребят, щучка. Есть щучка. Причем неплохая вроде даже. Килограмм-то точно тащу. И что-то куда-то, ребята, встала. Да, грамм 900-800. Такая небольшая чурагаечка. Грамм 800 за год. Хорошо. Вон где крючок, видите, ребят? Аж здесь вылез. Вот такая небольшая. Грамм 900. Блин, ну они здесь должны в количестве быть, по идее. Странно. Странно. Почему одна сработка? Ну, не знаю, может сейчас с утра что постреляет. В принципе, жерлицы не промерзли. Может пару флажков увидим. Ну, таких парочку надо еще на жарежку, и будет отлично. Я боялся, что от вчерашнего ветра просто все флажки повстают. Ну нет, все отлично. Пройдусь, конечно, сейчас посмотрю. Да вроде нет, все, ребят, все хорошо. Все отлично. Так, ну что, попробуем эту полку разбурить. Тут, смотрю, не бурено. Вот там, смотрю, бурили. Ё-моё. Должен, ребята, окунь-то уже выходить. Вчера я пробовал, но, конечно, ветер мне не дал. Сегодня пока вроде спокойненько. Может, что поклюет, хрен знает. Щука молчит. Я вначале поставил, думаю, может, еще рогайки потыкают. Не знаю, где его искать.
Сейчас побурим, посмотрим. Что-нибудь-то должны найти, наверное. Бурить, искать надо. Уже что-то похожее на живца, ребят. Начал бурить чуть-чуть подальше от берега. Пока не буду отпускать. Ветрище, блин. Хе-хе. Живец. Реально, что ли, стоит подальше? Да, так-то живца можно наловить, по идее, если заморочиться. Но охота окушка какого-нибудь зацепить. Оп, прям с ударом, тык. Прям с ударом. Активный, походу. Черные кушки. Оп. Ну прям живец, блин. Четкий. Может взять, переместить жерлицы куда-нибудь в центр. Ну, значит, все же стоит подальше. Оп, прям с ударом. Тык. Прям с ударом, ребят, берет. Ну, это живец конкретно. Ох, там
Они там прям, ребята, толпой. Стоило только сдвинуться, блин. Оп. Можно одной рукой доставать. Хей. Клевали бы такие. О, сходу, ребята, бьет. Ух ты. Прям сходу хапают. Глубина небольшая. С-подо льда. Оп. Ну живец, ребят. Круто, блин, ну. Не знаю прям что делать. Наверное, поеду поставлю жерлицы. Не знаю, куда их поставить. Вот именно на окуня, на местного. Бесполезно, ребят, невозможно рыбачить. Опять к обеду поднялся ветер. И все, ну, леску прям шнурит сразу. Разбурил этот пятак, ну вот этот мелкий окунь есть. Но он ни к чему. Живец мне не нужен, живец есть. Сработок на жерлицу нету. Ну, как и обещали, опять вчера 18 метров было. Сегодня что-то 12-13. Ну, на озере здесь
Это если в деревне такой ветер, а на озере раздувает моментально. Заехал. Ну, тут хотя бы немножко укрытия. А корневища такие, думал, за корень встану, надо не подъехать. Бесполезно. Ну, дров, ребят, здесь, сколько дров. Вот куда за дровами надо ехать. Короче, решил пообедать, ребят. Сейчас быстренько согрею, у меня есть быстрое вот этого пакета у меня есть. Щуку жарить для одного много. Ну, пакет всегда валяется, покушаем. Тут ураган, ребята. Бесполезно, блин. Вообще жесть. Что творится? Просто жесть. Порыбачить я не смогу здесь сегодня. Хорошо, ребята. Доброе утро всем. Ну что, вчера, ребята, я так и ничего не нашел. Так, немножко там покатался. Поехал, короче, домой. Вот сегодня с утра, ребят, вернулся на озеро. Сегодня уже народу, смотрю, тут поднабавилось. Там 2 техники, там люди. И вот тут сейчас приехали тоже. На окуня жерлицы не сработали на глубине, ребят, на середине. И тут 2 подъема. Не знаю, в одном тут рядышком вымытки, смотрю, нету. А там, не знаю, есть, нету. Ну, короче, тухляк, ребят. Сматываюсь. Сегодня было минус 15. Скорее всего, все вмерзло. Будем отдалбливаться. Забираем жерлиц. Блин, вот сегодня погода, ребят. Сегодня классная погода. Безветренная. Целый день будет солнце. Прям шик. Ладно, погнали, чё. Дело маленькое. Лед трещит. Такие дела. Так, ну что тут у нас? Возьмем мы еще хвоста.
Слушайте, ребят, ну полная вымотка. О, как лед хрустит. Ну, тут даже в принципе-то и не промерзло. Чуть-чуть подработаем удочку. Ну что тут у нас есть кто-нибудь, какой-нибудь крокодил? Нету, ребят. На зацепе как будто была. На каком-то непонятном. Нету. Вымотала полностью. На каком-то зацепе была. О, что сделала. Ну, порубала хорошо так. И выплюнула. Короче, по нулям. Ну ладно, чё. Сейчас потихоньку смотаем. Да. Ну, рыбалка. Есть рыбалка. Плохо. Очень плохо. Фу, ребятки, ну все, поработал. Ну, в принципе, ничего сложного. Быстренько. Скользко только. А так нормально. Плюс карма, ребят, штук 15 отпустил. Конечно, еле живые, не знаю, выживут, не выживут. Да и живец, конечно, слабоватый был уже. Он же у меня с какой рыбалки. Я его все снимал с крючка в кан домой. И как бы вот живец, конечно, уже вообще не акти. Окунь на глубине весь сдох, ребята, задохнулся. Не знаю, с чем связано. Ну вот, попробовал. Оставлял в Огонцове, ребят, мелкий окунь и одна щучка у нас. Ну ничего, я нисколько не унываю. Сейчас напрямки быстренько по насыку жик-жик прокатился. Вот. Не знаю, может с местом не угадал, живец плохой. Ну, как есть, так есть, ребята. Пустые рыбалки я тоже выкладываю, потому что все-таки это моя рыбалка, это история. Местные смотрят, что-то типа как-то так, ребят. Так что, ну вот, такое видео. Наконец-то успокоился вот этот ветер, ребята. Он неделю просто шквалистый ветер был, невозможно было что делать. Замерзла вода. Завтра выезжаю, попробуем куда-нибудь сгонять. Так что такие дела, ребят. Спасибо, кто смотрел этот ролик. Желаю всем удачи, здоровья. Ну и быть добру. Все, пока. Я собираться, ребят. Давайте увидимся. На связи.